Здравствуйте, вы смотрите программу «Обсуждаем вместе» на телеканале ГРТ. Меня зовут Ирина Кара. В последние годы футбол в Гагаузии начал развиваться с особой силой. Появляются новые футбольные площадки, стадионы, команды. Самое главное, растет интерес к этому виду спорта. О том, как развивается гагаузский футбол, мы поговорим с гостями, которые уже находятся у нас в студии. Сегодня у нас в гостях Анатолий Мавроди, президент футбольного клуба ОГУ «Спорт». Анатолий, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. И Николай Серегло, президент футбольного клуба «Таур». Николай, я вас приветствую. Молодые люди, хочу с вами поговорить на тему того, как развивается футбол в Гагаузии, но для начала мы должны сделать такую вводную часть и рассказать нашим телезрителям, почему именно этот вид спорта вы выбрали и как пришли в него. Но я знаю, Анатолий, что, например, на примере твоем здесь уже сыграла династия. Твой папа занимался футболом, поэтому для тебя это интересная, наверное, была на то время. В то время, наверное, это было хобби, а потом переросло в работу, в любимое занятие в жизни. Почему ты все-таки решил тоже попробовать себя в футболе? Ну да, мой отец был футбольным тренером. Он работал при спортшколе при «Авангарде», потом в спортивной школе Камрадской. И мы с самого детства занимались футболом. И я помню еще, как мне было 3-4 года, я приходил на тренировки более взрослых ребят. И, наверное, оттуда пришла вот такая любовь к футболу. Мне понравился этот вид спорта. И я, когда уже вырос, где-то в 10 классе, мне пришла идея, мечта появилась создать свою футбольную секцию. И я даже поделился со своим одноклассником Алексеем Матвиенко. И через какое-то время, вот получается, там прошло несколько лет, в 2014 году я в итоге создал свой футбольный клуб. Сначала это был футбольный клуб для любителей футбола, для взрослых. Мы участвовали в чемпионате Гагаузии. А потом в 2015 году я принял решение, что нужно набирать детей. И вот мы начали первые в Камрате, создали частную футбольную школу. И мы начали развивать футбол в городе. И сейчас также продолжаем этим заниматься. Из футболистов того времени кого ты помнишь? Ну, я помню Александра Герчоглу, который является знаменитым футболистом в городе Камрат, Влад Середа и многие другие футболисты, которые были более возрастные, это 84-й, 83-й, 82-й год рождения. И да, у нас были в городе всегда хорошие традиции футбола и хорошие футболисты были. Анатолий, но насколько я знаю, у тебя еще есть брат. Он тоже занимается футболом? Да, он также является тренером футбольной школы ОГУ «Спорт». Это Валерий Мавроди, да? Валерий, да, он является тренером, он сертифицированный тренер, то есть лицензированный тренер. И вот он уже тоже... Сначала я начал заниматься, то есть никто не верил в то, что реально набирать детей и тренировать. А потом Александр Герчоглу у меня какое-то время работал, сейчас он за границей, насколько я знаю. И потом уже Валера тоже решил попробовать себя в роли тренера, и как бы ему понравилось, он до сих пор тоже работает. Спасибо, Анатолий. Николай, если историю Анатолия я слегка знала, то почему именно вы выбрали занятие футболом? Я думаю, что до того, как вы стали президентом футбольного клуба, вы имели свою, наверное, какую-то историю, сами играли в футбол. Почему именно его выбрали? Ведь в тот период времени был моден бокс, современный там, я не знаю, борьба была, карате. Почему именно заинтересовала вас эта стезя? Ну, вы правильно подчеркнули, в то время был модным бокс. Я занимался боксом около 6 Я угадала лет. все же. Около 6 лет, так как папа меня привел в 0 классе, чтобы я занимался боксом, все так и надо, ты будешь так боксировать. У нас футбола вообще не было. Футбол, можно сказать, только сейчас стал именно в Гагаузии на таком путь развития. Футбола не было, у нас появился первый футбольный клуб, это «Саксон», где каждый ребенок мечтал играть за «Саксон», потому что это было модно, это было классно. Почему я именно так загорелся играть и вообще стать футболистом, может, не было такой мечты, но была большая мечта выйти за футбольный клуб «Саксон», чтобы с каждого угла там озвучалась там фамилия, имя, что ты вышел на замену или что-то такое. Вот этим я жил и хотел заниматься футболом.
Ну, так получилось, что я не стал футболистом. В ранние годы были на это какие-то там свои нюансы. И в тренерство я пришел, вот Толи Мавради говорил список тренеров, он там после Валеры должен был, наверное, меня назвать. Он привел меня в тренерство, мы с ним познакомились, я был арбитром, судил матчи. После того, как я отсудил их матч, я попросил, можно с вами поеду вместе до Камрата? У меня не было транспорта, и он говорит, ну садись. Мы ехали всю дорогу, и он рассказывал, как классно про детей, прям вот видно, что болен этим. И говорит, хочешь попробовать тренировать? Так, невзначай, обменялись номерами. Ну, после созвонились, я начал тренировать детей, и вскоре получилось так, что мы открыли свой клуб «Таур». «Таур» — это я вот, как хочу сказать, что это отражение Огуспорта, потому что благодаря них появились мы. Не было бы их, не было бы и нас. И тут возникает у меня такой вопрос. Анатолий, не было ли, может быть, такой долечки обиды? Понятно, что мужчины не обижаются, но, может быть, где-то в глубине души у вас было вот что-то такое, что все-таки начинал-то Николай с вами, и тут он отдельно организовал свой футбольный клуб, параллельно вашему, своего рода такая конкуренция здоровая появилась. Не только Огуспорт есть, теперь есть еще и Таур. Как вы отреагировали? Ну, понятное дело, что когда изначально узнали об этом, то есть об этом решении, то есть, ну, были определенные эмоции, но у нас всегда с Николаем были уважительные отношения, то есть у нас не было никаких конфликтов, поэтому через какое-то время, то есть я понял и принял то, что он захотел развиваться, идти своим путем, то есть делать так, как он хочет, развивать свою школу, поэтому как бы нет никаких вопросов, он принял это решение, и то есть в этом нет никакой проблемы. Может завтра в Камрате еще 3 школы появиться, то есть может кто-то из тренеров Николая уйдет и откроет свою школу, такое тоже возможно. Поэтому это жизнь, это нормально, то есть ничего в этом такого нет. У вас есть какой-нибудь пример, может быть, в мировом сообществе такого рода деления коллектива? Ну, если бы мы были с Николаем братьями, можно было сказать, мы, вот как есть пример Puma, Adidas, когда они вместе развивались, и потом они создали 2 бренда, 2 компании, которые конкурировали. То есть надеюсь, что у нас тоже будет успех на высоком уровне. Хороший пример вы привели для телезрителей. Я хочу раскрыть, немного сделать такую вкладку, что все-таки была такая история. Действительно, Adidas и Puma развивались абсолютно параллельно, но сначала 2 брата, Ади Даслер и Руди Даслер, решили заниматься сначала спортивной обувью, но у них тоже возникли некоторые несогласия и в принципе потом разошлись. Один из них, Ади Даслер, согласно аббревиатуре, стал заниматься Адидасом, а Руди Даслер — Пумой. Это была так просто история. Переходим к следующему вопросу. В вашем клубе только наши местные ребята занимаются, камрадские, гагаузы? Ну, вы знаете, в основном были всегда только местные ребята, но после того, как мы создали взрослую команду, получается, У-19, это уже ребята, которым 18 лет, 17, 19 лет, и мы участвуем в высшей лиге, то есть это в элитном дивизионе чемпионата Молдовы с самыми сильными академиями и клубами страны. Соответственно, мы видели и поняли, что для того, чтобы конкурировать с ними, нам необходимо приглашать ребят из других городов. И у нас есть в этой команде ребята из Чедрлунги, у нас есть ребята из Кагула, то есть это все южные ребята. И вот эта команда состоит из ребят не только камрадских, остальные все, то есть в основном это камрадские на 95%. А у вас, Николай, как с этим обстоят Ну, у нас детская школа, здесь еще нет такого, чтобы мы привозили откуда-то, но на данный момент у нас есть еще филиал в Чадерлунге, так что, может, они все гагаузы по национальности, но из разного региона есть дети с Чадерлунги, с Камрата, Чадерлунга подразумевается села. Как воспитать будущих футболистов, будущих чемпионов, спортсменов? Как вы находите каждому из деток определенный подход? Ведь у каждого из них свой характер, свой возраст. От этого тоже зависят некие нюансы. Как вот вы выработали подход к ним? Ну, это работа тренера, это многогранный труд, это огромный труд, потому что воспитать футболиста это много матчей, это чемпионат, это сезон, это много турниров, много ситуаций, где нужно общаться с ребенком, где нужно общаться с родителями, чтобы он посещал тренировочный процесс, чтобы он участвовал в турнирах.
То есть это очень большая работа, проводится в первую очередь тренерами. То есть успех любой школы – это успешный тренер, который умеет организовать работу, который умеет обучить чему-то ребенка, и, соответственно, потом мы имеем результат. То есть благодаря вот этой работе. Николай, как вы находите подход Ну, к вы детям? задали два вопроса. Да, я хочу, чтобы вы тоже ответили на этот вопрос. Я недавно стала свидетелем того, что очень часто вы собираетесь перед Домом культуры, наверное, у вас какие-то там выезды. Да. И вот я шла на работу и видела, как дети, выходя из автомобилей, и родители бежали к вам навстречу. То есть они делали это с такой радостью, с любовью. Они относятся к вам, не скажу как к родителям, наверное, как к старшим братьям, как к наставленникам, которые прививают любовь к этому виду спорта. Всегда ли вот такое отношение детей к вам? Ну, пока они еще дети, наверное, все-таки всегда такое отношение, потому что они с нами могут делать то, что не могут делать с родителями. Они могут нам сказать то, что не могут сказать родителям. Может, из-за этого такое большое доверие к нам, как к тренерам. Но подход найти к ребенку, это в первую очередь, наверное, расположить его близко к себе, чтобы он тебя не боялся, как бы уважал, но и в ту же очередь не забывать, что ты старший, ты знаешь где-то как правильнее, и ты становишься для него как старший брат. Он тебе расскажет секрет, но если ты поругаешь, он поймет. Вот таким образом. А как вы находите такой ключик к слову «дисциплина»? Ведь иногда они начинают баловаться, играться, знаете, как дети, отвлекаться. Ну, у всех, наверное, свой подход. У меня, наверное, строгость. Не знаю, я же до этого сказал, занимался боксом. И помню, наш тренер хватало одного холодного взгляда. И посмотрел, мы все понимали. Здесь, наверное, наказать ребенка за что-то, это, наверное, неправильно, но где-то ему объяснить, что это неверно. И все остальные видят на его примере. И начинают как-то становиться дисциплинированными. Но все же где-то может повышение определенного тона. Как-то ставит как-то в рамки дисциплины. А вы, Анатолий, какие методы используете? Чтобы дисциплина была? Да. Ну, в любом случае, это в первую очередь это общение, то есть, да, то есть изменение эмоционального фона, да, то есть где нужно немножко более жестко, да, поговорить, объяснить, но не оскорблять, конечно же, ребенка. То есть это номер один, да, правило, не оскорблять. То есть важно общаться, важно объяснять, важно отдельно поговорить, не при всех. То есть индивидуальное общение тоже это очень важный момент для того, чтобы дисциплинировать. И просто объяснить, что этот ребенок хочет, и понять самого ребенка, почему он так поступает. Работа с родителями тут важна? Ну, знаете, конечно. такой вот coming back, Очень. Работа с родителями. С родителями нужно также беседовать, потому что каждый родитель приходит. Давайте я скажу, вот как поступает вообще ребенок в клуб, в любой футболист. Это есть, конечно, дети, которые сами хотят стать футболистами, но есть большинство детей, которые приходят, которые папа когда-то сам не воплотил свою мечту и принес своего ребенка, и он до такой степени на него давит, что вам приходится работать с родителями. И ты ему объясняешь, что не все сразу. Он год ходит, он мне говорит, а почему-то он год ходит, он не в основе, например, или почему-то он год ходит и еще так не играет. Или он с нами не общается, это самое страшное, он с нами не общается, но он этого ребенка прямо до такой степени старается, как не грызть, а как правильно сказать, Ну да, относиться. Давление такое дает большое давление на ребенка, что тот уже и не спортом хочет заниматься, а вообще ничего не хочет делать. Но и приходит за то, что папа заставил. Тут нужно дать, наверное, ребенку самому почувствовать любовь и самому адаптироваться. Большинство случаев, которые ребенок приходит сам, вот они и самые такие талантливые. Желание самое да, главное. он видно с детства и в футбол тянется, и приходит на тренировки, и впитывает информацию, знаете, открытым ртом смотрит на тебя. Он впитывает всю информацию и делает все, что как бы надо, и ты не берешь за голову, ой, как ты сыграл. А у вас как происходит коннект с родителями? Ну, это ответственность тренера. То есть это ответственность тренера. Нужно общаться, нужно говорить с родителями на темы, да, то есть подготовки ребенка к тренировкам, к матчам, то есть чтобы они раздетыми не приходили на тренировку, это ответственность родителей. Чтобы они не пропускали тренировки, это ответственность родителей. И тренер в первую очередь должен с родителями говорить на эти темы, потому что вот отсюда начинается воспитание чемпиона, да, с дисциплины. То есть если родитель дисциплинирован, если родитель понимает, что вот это надо все соблюдать и ставить где-то расписание так, чтобы дополнительные это хорошо, они важны, но футбол это тоже образование, это тоже обучение, оно должно идти параллельно и одно другому не должно мешать. Какой возрастной ценз у вас для того, чтобы дети
стали заниматься футболом? Скольки лет берете и до скольки лет у вас есть футболист? Вы знаете, я тренировал Какой где-то диапазон? к 3 лет, и у меня это получалось, но не у каждого тренера это получается. И поэтому мы приняли решение, что мы раньше, чем 5 лет, мы не берем детей, потому что довольно сложно. Сложно работать, я на себе это испытал, то есть я тренировал. И часто дети еще в этом возрасте не понимают, что, как, где они находятся. И часто мы можем ошибиться тем, что, вы знаете, много случаев есть. Был случай, где ребенку просто мячом попал мяч по лицу, ему было больно, и он после этого перестал ходить на футбол. Просто вот Появился страх, наверное. появился страх, что На всю жизнь. ему мяч в лицо попадет. Если бы он был бы старше, ему попал бы этот мяч, то, соответственно, он бы продолжил заниматься. То есть, если ему было 6 лет, например, да. Поэтому здесь, знаете, как одни говорят, что это хорошо, чтобы приходил он в 3 годика уже на футбол. Я все-таки считаю, что с 5 лет это нормально. А до 5 лет ребенок может заниматься какими-то другими видами, гимнастика очень Общего хорошо. развития, Какие-то да? общего развития, да. То есть И до какого возраста? Всю жизнь. выпуск 18 лет. После, хотя уже в мировом футболе уже 15 лет считается взрослый футболист. Да? Да, Мы говорим о который есть. 18 лет. Мгм. А у вас как, Николай? У нас Скольки лет? с 4 лет мы берем детей. Вот где Толик подчеркнул, что попал мяч, это реально может отбить желание, поэтому стараемся либо вот эти каким-то способом брать мячи размером меньше, либо не докачивать их, но мы берем с 4 лет. И там вот он подчеркнул, что не каждый тренер справится, потому что я сам имел группу, начинал также с ней в Лукуспорте, и с ними ты растешь, и там, грубо говоря, сопли даже вытираешь им. Ты растешь с этими детьми, они идут, ты смотришь их развитие. И на данный момент у нас в клубе есть тренер, который работает хорошо, справляется с такими детьми. Он любит детей. Если бы его не было, мы, наверное, брали бы 6 лет. А так у нас есть такой тренер, и мы берем с 4, он любит с ними играться. Там еще не футбол, там идет я и знаком со своим телом, он знакомится Ну ничего, с это телом. тоже важно. Это, знаете, такой своего рода подход, и потом ребенок спокойнее, мне кажется, начинает себя адаптировать в этом виде спорта. Скорее, да. Это уже на усмотрение родителей и вас, тренеров. Скажите, пожалуйста, вот когда приходит к вам мальчишка, хочет заниматься в вашем клубе, вы сразу видите, что да, вот из него получится хороший футболист, он будет хорошим нападающим, а может быть сразу вы увидите в нем задатки хорошего вратаря. Есть ли такое, ведь у вас уже довольно-таки хороший опыт? С точки зрения футбольной методологии это неправильно. То есть ребенок, он пришел, ему 7 лет, 6 лет, то есть невозможно увидеть, кем он будет в этом возрасте. Угу. То есть для нас важно что? Для нас важно, чтобы ребенок занимался. Для нас важно, чтобы ребенок каждый обучался базовым вещам, то есть технике футбола, управлению мячом, дриблингом, знакомство, удар, пас и так далее. То есть все вот технические моменты, элементы. Уже к возрасту 13 годам уже мы можем увидеть, на какой позиции этот ребенок может себя проявить. И то мое личное мнение, что в 13, даже в 14-15 лет мы должны ребенку давать 3-4 позиции. То есть мы не должны говорить, что все, вот ему 13 лет и он только нападающий или он только защитник. Это неправильно, потому что мы даже видим во взрослом футболе, когда правый защитник в мировом футболе может спокойно сыграть опорного полузащитника. То есть позиции меняются. Да, вратарь это уже немножко другая история, это совсем другая история. Но если говорить о полевых игроках, то в 7 лет невозможно определить, кем он будет. Николай, для вас футбол это уже, наверное, больше как не работа, а как хобби, как любимое дело? Я скажу так, я кроме футбола еще чем-то занимаюсь. И когда у меня приходит время тренировки, как один родитель подметил, ты приходишь сюда, чтобы разгрузиться. Как он говорил, такая, да? да, он говорил, ты приходишь сюда, я тебя вижу вне футбола, вне тренировки, ты другой человек. Когда ты приходишь на тренировку, ты как будто пришел отдохнуть. Ты приходишь, эти 1,5 часа, прям получил удовольствие. Но это не всегда, конечно, так. Когда у тебя бывает, есть в команде проблемы, они тоже бывают. Но когда у тебя вот идет и команда хорошо, и тренировочный процесс налаженный, и у тебя даже, вот у нас, вот сейчас подчеркну момент, вот, есть, например, тренировка на стадионе, я получаю удовольствие, потому что есть время на график на стадионе, есть тренировка на площадке, ты идешь, да, ты уже, как сказать, да, и дети чувствуют эту ауру. Поэтому, чтобы я шел на тренировку, и это было больше, чем хобби, нужны, наверное, некоторые факторы там.
там новый инвентарь стабильно хороший, стадион, вот многое влияет на то, чтобы это было хобби, а не работа. А для вас, Анатолий, это работа или нечто более? Ну, как бы я считаю, что это работа. То есть развитие клуба, мы ежедневно решаем очень много вопросов. Особенно в период чемпионата, это с августа, можно сказать, до июня, вот 2 месяца передышки, это июль-август, можно сказать, да. А вот с сентября до июня, то есть мы активно работаем, мы решаем ежедневные вопросы, задачи. Это и лицензирование, это и документы, это и организация тренировочного процесса, графики, работа с тренерами, работа с родителями, работа решения каких-то проблем, то есть организация транспорта на матчи. Много очень вопросов, поэтому это работа, которая занимает определенное время, энергию и, конечно же, требует много ответственности, много внимания требует для того, чтобы мы шли и развивались быстрее и лучше. Какие у вас есть идеи развития гагаузского футбола? Ой, ну, такой вопрос прям... ну, идеи, они всегда есть. Проблема не в идеях, проблема в людях. То есть, наверное, любую сферу в Гагаузии возьми, каждый руководитель будет говорить о том, что проблема кадровая. То есть не хватает недостаточно специалистов для того, чтобы развивать. Потому что, вот, например, в Огуспорт нам не хватает, да, спортивного директора, квалифицированного, который будет на месте заниматься, развивать школу. Многие клубы и школы в Молдове до сих пор даже не думают об этом, но мы думаем об этом, потому что мы хотим развиваться и мы хотим смотреть в будущее. И много есть вот таких моментов. Поэтому, если мы говорим о развитии футбола в Гагаузии, то в первую очередь мы должны развивать людей. Это тренеров, это специалистов, это менеджеров, это спортивных директоров, это судей, арбитров, это развивать свой внутренний чемпионат, детско-юношеский чемпионат, который, к сожалению, не проводится. То есть взрослый чемпионат – это тоже хорошая вещь, которая должна проводиться ежегодно, тоже есть с этим проблемы. Вот это вот, наверное, об этом надо говорить, потому что гагаузский чемпионат, он должен быть лицом того, что есть в регионе, кто что делает, кто чем занимается в футболе. И вот это, наверное, было бы очень хорошо, чтобы вот это движение запустить, и чтобы это было по всем возрастам, начиная с деток и заканчивая взрослыми. Уважаемые спортсмены, но я еще, следя за вашими футбольными клубами в социальных сетях, заметила еще такой момент, что очень дружно вы проводите время вне тренировок и с родителями ваших детей. Вы имеете в виду, что значит дружно, посиделки где-нибудь? Да, или... вы организовываете какие-то соревнования, мероприятия, у вас всегда весело, то есть дети не только футбол, но есть различного рода викторины, и родители принимают довольно-таки хорошее участие, активное участие в этих мероприятиях. Как удалось вот это вот все в совокупности собрать, сдружить и организовать? Ну вы же спросили, это хобби или работа? Если это хобби, получается, мы живем этим. Как получилось? Ну, изначально начинается же какое-то общение с родителями, перерастает в малое, перерастает в дружбу, где-то взаимная помощь какая-нибудь, а вот про мероприятия какие-либо с детьми в нашем клубе, я скажу, это так работает. Если группа или команда где-нибудь себя показала достойно, я сразу им до этого обещаю одно желание. Вот, например, перед закрытием чемпионата я обещал, если мы вот хорошо сыграем, так я вам сделаю ваши условия. Они меня попросили все вместе в парилку, там все... Дети попросили? Ну да, они уже взрослые, там 12 лет, им 13 лет, с родителями, не с родителями, а с папами. Ну все, раз я должен сдержать свое слово, пусть как закончился чемпионат 10 декабря, мы через день или в тот же день, не помню точно, сразу взяли им в парилку и пошли, провели это мероприятие, дети стали дружить. Еще пикник был, я видела. Пикники у нас проводились только из-за организации родителей, там не было нашей стороны, там родители были сплоченные. То есть уже и родители Да, родители были сплоченные, типа давайте потянем тренеров, все вместе пойдем на пикники, вот таким образом мы... Вообще так и появился Тауэр. Ну вообще того, получается, что командная работа в футболе очень важна. Да, это конечно. Одно из самых важных и составляющих моментов. Ну, есть еще один такой вопрос у меня к вам. Для нашей территории, для нашей автономии один стадион это мало, ребят. Согласитесь со мной, и я думаю, что вы тоже такого же мнения. Какие идеи вы видите
в решении этого вопроса? Какой выход видите? Выход только Не знаю. надеяться на поддержку властей в этом вопросе. Другого выхода нет, потому что один стадион это очень мало, с учетом того, что у нас много клубов на сегодняшний день в Гагаузии. У нас есть взрослая команда Олимп, у нас есть универ, у нас есть спортивный лицей, который занимается Таура, Огуспорт. Это довольно много команд, много клубов и команд. Еще и городские ребята Да, по вечерам еще хотят и попасть. Да, еще и городские ребята. То есть в Камрате очень хорошо последние годы развивается футбол. Вот Можно сказать, да, очень хорошо. Вот за последние эти 2 года, грубо говоря, если вот мы возьмем все изначальное развитие футбола, когда появился Огуспорт, это была конкретная критика, да не получится, это первые что-то, потом появились мы. Благодаря опять определенно того, что появился Огуспорт, мы начали между собой устраивать какую-то определенную конкуренцию. Из-за этого футбол начал расти, потому что больше детей должны вовлечься в футбол. Раньше, считайте, было как? Если мы создали свой клуб, значит, мы не должны трогать их детей, мы должны найти их откуда-то. И получается, всех вовлекаем в вид спорта. И теперь нас стало много, но у нас один стадион. Да, А один как стадион быть? это мало. Как быть? Мы его делим. Вот если можно было как-то это снять или показать, вы приходили, у нас вот один огромный стадион делится на 4 части. Вот у нас было в пятницу, Толик занимал одну половину, а еще плюс Толика одна команда на одной части, моя другая команда на одной части, я на другой части. Мы делили одну половину 3 команды. К сожалению, это очень Да, большая потому проблема. что в каждом возрасте есть определенные условия. Да? То есть мы ребят U19, например, Under-19, мы не можем тренировать на четвертинке. Даже половина это мало, но мы уже как бы на половине, да, тренируем. Соответственно, дети там U15 тоже должны на половине, U13 тоже должны на половине, но у нас нет этого времени. У нас нет этого времени, и это проблема. Было запасное поле на стадионе рядом с основным полем. Вот его необходимо его в ближайшее время, то есть какими-то проектами, какими-то, да, обустроить, попросить у федерации ковер, да, в помощь, выделить деньги на то, чтобы сделать основание. И я думаю, что это реально сделать, потому что там, может, поле, там не стандартное поле будет, да, но оно не будет, например, 105 на 60, но оно будет, я думаю, что 90 на 50 пусть будет, да, и это будет отлично. Мы даже сможем там проводить матчи детско-юношеского чемпионата. И тоже это проблема, что у нас переносятся игры, или мы не можем принимать в нормальное время матч, потому что много команд. Это только начало, сейчас и у нас, получается, клуб будет расти в возрастной категории, у вас он уже дошел, грубо говоря, до пика, есть еще спортлицей, который дойдет, и как будем помещаться на одном стадионе, это следующий год начинается очень большая проблема у нас. Вот, потому что у нас появится новая возрастная категория, а куда мы залезем? Площадки это хорошо. А куда обращаетесь вот, для того, чтобы решить этот вопрос? Ну, мы общаемся с управлением молодежи и спорта, они знают об этой проблеме, они тоже ее хотят решить. И надо совместными усилиями с Примарией, муниципальным советом города обращаться в какие-то фонды. Есть фонд регионального развития, нужно обращаться и выделять финансирование, потому что на самом деле с каждым годом будет все хуже. Но видно, что этот вид спорта очень развивается, очень популярен в Камрате. Поэтому я считаю, что он имеет право на то, чтобы выделить вот эти Мы говорим о развитии футбола, все взяли за развитие футбола, а где проводить все, вот об этом не подумали. Желающие есть. На данный момент сегодня у вас все сколько идут, детей? 120 детей. 120, а у вас, Анатолий? Да, около 100. Ну, это Смотрите, получается 220 детей, но это же так здорово, что дети не сидят в телефонах, не занимаются чем-то без присмотра родителей, а приходят в секции, занимаются, это в первую очередь здоровье развивается. Мы воспитываем здоровую молодежь, не мы, а в частности вы воспитываете. А турниры по мини-футболу проводятся? Да, конечно. Проводится, но вот сейчас Госпорт будут организовывать в апреле. Будем, да, мы хотим организовать. А это тот, что с 23 апреля, нет? Нет, 23 апреля мы это... хотим 18-19 апреля организовать для детей 9-10 лет. Где это будет происходить? На стадионе в Камрате. У нас в Камрате, да? Да. Ну, они играют не мини-футбол, там 50 на 30. Это их стандарт чемпионата, да, это не мини-футбол. Да, это нормально. О том, что вы То подчеркнули... есть это не 2 тайма по 25 минут. А мини-футбол это минут. тоже проблема. У нас нету спортзала, в котором мы могли бы проводить хорошие турниры по мини-футболу. Потому что мини-футбол это тоже интересная игра, тоже очень важная игра. Особенно в зимнее время
ну, нам просто негде тренироваться. Мы тренируемся в каких-то там спортзалах, в школьных спортзалах или необорудованных залах, не для футбола, и в очень маленьких пространствах. То есть это еще одна проблема. А насчет турнира, Да. вот... Это вот вы, получается, да, это да? получается Совместно с муниципальной школой? совместная муниципальная школа. С 23 апреля по это 18 взрослые? июня. Да, это уже взрослые, но мы так хотим вовлечь, это будет пробный турнир, мы хотим так вовлечь всех взрослых, как бы для них сделать турнир. Раньше это был чемпионат Гагаузии, к сожалению, он уже не проводится там определенно года 2-3, и совместно Приморье с футбольным клубом Таур хотят провести чемпионат для взрослых, чтобы у них была своя лига. Это для тех ребят, которые, вот, грубо говоря, как я или даже как Анатолий, которые мы не играем. У нас есть свои заботы, мы не тренируемся, но мы любим играть в футбол. И мы можем Своего поучаствовать. рода хобби, да? Да, там будут такие команды, как Приморье, там еще местные там какие-то команды. Они, Ну, я думаю, что это будет интересно. Я думаю, что даже наши Да. телезрители непременно посетят посетят этот турнир. Эти турниры еще будут проводиться, знаете, как не в один день, раз-два и все закончилось. Это будет идти там около 2 месяцев и по воскресеньям в вечернее время. Что человек после работы пришел, мог или воскресенье выходной, он знает, он весь день ждет, он идет, играет, получает удовольствие, вспоминает себя как ребенка. Может, он даже это поможет развитию футбола, потому что он сам на эмоциях, может, ребенка отнесет. И может, так мы еще больше увеличим популяризацию спорта именно в футболе. Я думаю, что и телерадиокомпания ГРТ будет тоже непосредственно принимать участие в Свою команду освещении. выставить. Насчет Нельзя, нет команды места не же. знаю, молодые Нет люди. мест. Хочу еще, кстати, задать вам такой вопрос, потому что я сама из такой семьи, где футбол занимал тоже не последнее место. У меня и старший брат был президентом футбольного клуба, и папа мой был замечательным вратарем. И я часто посещала стадионы, любила это дело, люблю футбол. У нас в Гагаузии женский футбол есть? Потому что был такой возраст у меня тоже переходный, когда я хотела тоже заниматься футболом, но мне всегда говорили, что футбол это не для девочек. К вам обращаются, родители девочек приводят У нас их за ручку? Вот у нас была группа, и она до сих пор есть, но это на балансе лицея Николая Третьякова. Там есть женская группа, девочки, которые занимаются, там 11 девочек, я преподаю им в секцию, и мы редко участвуем, потому что это не спонсируется на данный момент. И мы вот участвовали 2 раза, ехали в Тараклии, и 1 внутренний. Но женский футбол развивается, в Кангащике, знаю, Андрей Леонидович есть. И на данный момент... В Аугуспорте, могу за Аугуспорт сказать, что у нас нет у нас тоже женской нет. команды. И никогда не тренировали? Нет, никогда не тренировали. В первую очередь, опять же, проблема Мы мальчиков не можем специалистов. поместить. Да, проблема специалистом, потому что должен быть специалист, который захочет, который будет способен организовать девочек, который будет заниматься этим всем. То есть пока у нас нет такой возможности. Возможно, когда-то в будущем мы придем к этому. Но все равно опять вопрос касается, где мы их поместим. Но сейчас наберем девочек, Да. где будем заниматься? Зимой в зале, а потом опять что? Места нет. Потом где? Они же вырастут. Еще я бы хотела, чтобы вы кратко ответили на такой вопрос. Каким вы видите будущее гагаузского футбола? Кратко. Если не получится, то расскажите вот ваше видение, какое оно будет. Если развивается уже, и мы сами видим каждый год все лучше и лучше, команд больше, интересующихся футболом больше. Я вижу, что мы должны создать свою лигу гагаузскую, именно чемпионат Гагаузии, по всем возрастам, и она должна быть на уровне не хуже, чем там, Лига 2 в чемпионате Молдовы. То есть это то, к чему мы должны стремиться, и развивать в регионе, возможно, где-то и федерацию футбола, чтобы больше мероприятий было, чтобы больше активности было. И, конечно же, я вижу, что у нас есть прекрасный стадион в Камрате, что клубы будут идти вверх в высшие лиги, и будут больше людей, больше болельщиков приходить на стадионы, на разные команды, будут болеть, и будет футбольный праздник. То есть позитива не теряете? Позитива. Верите мы только в всегда только в прекрасное позитиве. будущее. Да. А вы, Николай, какие видите? На мой взгляд, я вижу, что гагаузский футбол на данный момент может не будет сильно развиваться. Он будет развиваться, это мое видение таким образом. Если все руководители клубов и представители клубов наступят сами себе на горло и выберут под одним названием, давайте пусть будет Гагаузия, которая будет играть в высшей лиге, и все дети лучше в моем клубе, Анатолием клубе, в Кирсове, в Кангазе, все лучше будут играть за один клуб, и будет какая-то академия, и это к чему-то может привести к тому, что мы будем конкурентоспособны и Кишиневу, и
только таким образом. А пока мы все тянем это одеяло на себя, футбол, мне кажется, будет популярным в нашем регионе, но не успешным. Большое спасибо за беседу. И в завершении нашей программы я бы хотела, чтобы тоже каждый из вас сделал такое краткое обращение к подрастающему поколению с тем, чтобы они непременно попробовали себя в этом виде спорта, перестали сидеть в телефонах, планшетах, во всяких гаджетах, стали заниматься спортом, ведь это очень важно. Давайте с вас начнем, Анатолий. Ну да, конечно, мы приглашаем всех и родителей, и детей, чтобы они больше занимались спортом, не имеет значения каким, то есть чтобы они пробовали разные виды спорта, потому что чем развитее ребенок, чем больше видов спорта он будет пробовать, тем он будет развитее, тем у него больше возможностей стать каким-то успешным спортсменом. Да? Много есть примеров футболистов профессиональных, которые были там дзюдоистами или каратистами, или там на других видах спорта, в итоге становились очень успешными в футболе. Поэтому я желаю, чтобы все занимались спортом, чтобы уделяли много этому времени, чтобы родители ставили спорт не на 3-4 место, а ставили его на первые места, также относились серьезно, как и к учебе, чтобы дети выходили на площадки, играли в футбол и просто получали удовольствие от игры. Спасибо, Анатолий. Куда могут обратиться родители со своими детьми, либо сами дети? Можно в Огуспорт, есть социальные странички и в Инстаграме, и в Фейсбуке, легко найти, легко сконтактироваться, то есть вообще без проблем. Большое спасибо. Николай, ваше обращение? Ну, я хочу сказать, что спорт, он развивает не только мышцы, и он развивает еще и ум. Так что сказать молодежи, занимайтесь спортом, и вы можете обрести такие качества, как лидерство, и попробовать себя, занять с детства, занимаясь в спорте, вы привыкаете к тому, что вы становитесь один с самим собой и решать свои проблемы. Так что подрастающая молодежь, занимаемся спортом и делаем себе дорогу в будущее. Если вы думаете, что вы получите хорошие оценки, у вас все получится не так, все равно нужно заниматься спортом. Ведь спортом не занимаются глупые. Николай, где можно вас найти, куда обратиться? Ну, у нас такая же платформа, как и у Огуспорта, также социальные сети футбольного клуба «Таур». Можно в Гугле найти, или на данный момент в Камрате, у кого не спроси, я думаю, любой ребенок знает, как обратиться в Огуспорт или в «Таур». Огромное спасибо. Футбольный клуб в Камрате – это своего рода кузница будущих чемпионов. И ваши дети могут тоже непосредственно стать частью этой большой кузницы и попробовать себя в таком прекрасном виде спорта, как футбол. Сегодня у нас в гостях был президент футбольного клуба «Огуспорт» Анатолий Мавроди и президент футбольного клуба «Таур» Николай Сариогла. Это была программа «Обсуждаем вместе». Оставайтесь с нами на телеканале ГРТ.